Суд находит указанные доводы не имеющими значения для определения признаков должностного лица у подсудимого, поскольку утрата Доржиева должностного положения первого заместителя главы и директора департамента внешних отношений не связана с его работой на заводе и предпринимательной компании. Вместе с тем, как усматривается из пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года номер 67 ФЗ об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, депутаты представительных органов официальных образований не могут замещать должности муниципальной службы. Таким образом, доводы стороны защиты о том, что подсудимый в период применения деяний не имел права находиться на муниципальной службе, является обоснованным. Сторона обвинения в подтверждении доводов о должностном положении подсудимого указывает, что 18 января 2008 года он подал документы в ТИП города Якутска для регистрации в качестве депутата, указав свою должность его первого заместителя главы окружной администрации городского округа Якутска, что подтверждает сведения с официального сайта Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Суд считает, что указание должности в документах, поданных в избирательную комиссию, ни само по себе, ни в совокупности с другими доказательствами не свидетельствует о наличии у Доржиева статуса должностного лица в период применения ему деяний. Кроме того, сторона обвинения не опровергнет показания Доржиева о том, что он не помнит, какие документы поданы в ТИП, при этом не исключает, что это мог быть приказ об отпуске 25 октября 2007 года, поскольку документы для регистрации собирались его помощником в декабре 2007 года. Сторона обвинения в подтверждение доводов о исполнении Доржиева полномочий первого заместителя главы в 2008 году приводит показания свидетелей Визера, Буракова, а также Василенко и Федорова, которые давали предварительное следствие. Обвинение также обращает внимание, что свидетель Заболев во время следствия не говорил о том, что Доржиев не работал в 2008 году в окружной администрации. Кроме того, обвинение приводится показания свидетелей Дандупова и потерпевшего Каевича, согласно которым Доржиев требовал взятку, используя должностное положение первого заместителя главы и директора ГИБ. Суд также не соглашается с указанными доводами по следующим основаниям. Показания свидетеля Заболева, данные на предварительном следствии, судом не исследовались, согласно соглашению показаний в порядке свидетельства с первого пока сторонами не заявлялась. Свидетель Василенко на предварительном следствии дала показания о том, что департамент потребительского рынка и услуг в 2007-2008 году, в период, когда его возглавлял Доржиев, осуществлял определенные полномочия. Доржиев, как руководитель этого департамента, мог дать обязательные для исполнения устные и письменные указания. После оглашения данных показаний свидетель заявила, что они ошибочны, поскольку она имела в виду 2004 год, когда Доржиев действительно возглавлял данный департамент. Проанализировав показания свидетеля, сопоставив их с другими материалами дела, суд находит доводы свидетеля Василенко об ошибочности показаний данных на предварительном следствии обоснованными, поскольку в судебном заседании установлено, что Доржиев в период его работы в окружной администрации с 31 августа 2007 года департамент потребительского рынка и услуг не возглавлял. При этом он действительно возглавлял указанный департамент в период времени с 30 января 2003 года по 6 апреля 2004 года, что подтверждается приказом мэра города Якутска номер 6 Р от 30 января 2003 года, согласно которому Доржиев назначен заместителем мэра по потребительскому рынку, услугам и промышленному комплексу – директором департамента потребительского рынка и услуг. При таких обстоятельствах суд признает показания Василенко, данные на предварительном следствии, в части осуществления Доржиевым руководства департамента в 2007-2008 году недостоверным. Из показаний свидетеля Федорова, данных на предварительном следствии и подтвержденных в суде, следует, что контрольные полномочия Доржиева за потребительскими рынками в период его работы с августа 2007 года по май 2008 года не передавались другим заместителям главы администрации. Вместе с тем свидетель Федоров показал, что не работает в окружной администрации с декабря 2007 года, следовательно, не может достоверно знать о должностном положении Доржиева в 2008 году. Показания свидетеля Визер о том, что в период с 15 по 18 января 2008 года он дважды участвовал в совещаниях с первым заместителем главы Доржиевым, опровергается приведенными в приговоре суда доказательствами, согласно которым в тот период времени в должности первого заместителя главы работали другие должностные лица. В связи с этим достоверность показаний данного свидетеля вызывает у суда обоснованные сомнения. Из показаний свидетеля Буракова следует лишь то, что он видел в январе 2008 года Доржиева в здании окружной администрации городского округа Якутска в кабинете Олега и в коридоре. Свидетели Дандупов, Жаргал Батмахович, Дандупов, Батмахович и потерпевший Захаревич не были осведомлены о произошедших кадровых изменениях в окружной администрации в связи с избранием нового главы города Якутска, то есть не могли достоверно знать о том, продолжали Доржиев в период с 9 января 2008 года по 27 марта 2008 года исполнять полномочия первого заместителя главы и директора ГИБ. Таким образом, суд не представлено достоверных и бесспорных доказательств того, что Доржиев в период с 9 января 2008 года по 27 марта 2008 года осуществлял полномочия первого заместителя главы города Якутска. Суду не предъявлено распорядительных документов, подписанных подсудимым в указанный период, не установлено участие Доржиева в рабочих совещаниях, его присутствие на заседаниях комиссии
или иных публичных мероприятий окружной администрации в качестве исполняющей обязанности заместителя главы. Кроме того, в судебном следствии стороной обвинения не доказано, что подсудимый Доржиев в период времени с 9 января 2008 года по 8 марта 2008 года имел служебный кабинет окружной администрации. Так, согласно ответу заместителя главы Михайлова номер 1173 МВ от 30 июля 2014 года, первый заместитель главы Доржиев работал в кабинете 307-309, период его работы в ответе не указан. Вместе с тем, к ответу приобщена служебная записка первого заместителя руководителя МКУ управления делами городского города Иркутск аналогичного содержания с указанием, что по срокам и датам можно уточниться в управлении кадров. Однако сведений, было ли осуществлено такое уточнение, материалов дела не имеется. Кроме того, данный ответ противоречит другим доказательствам, представленным сторонами. Так, из показаний подсудимого следует, что кабинет номер 309 он занимал до перевода его в Министерство имущественных отношений в период с 31 августа 2007 года по 21 октября 2007 года он работал в кабинете номер 509 на пятом этаже, что подтверждается свидетелями Петеля и Николаевым. Согласно показаниям свидетеля Крамзина Буракова, в 2008 году в кабинете номер 309 работал Олейников. По показаниям свидетелей Дандупова, вымогательство взятки происходило в кабинете Олейникова под номером 309. При таких обстоятельствах достоверных, бесспорных доказательств наличия подсудимого собственного служебного кабинета в окружной администрации в 2008 году стороной обвинения не представлено, что в совокупности с другими доказательствами подтверждает доводы защиты о том, что подсудимый в 2008 году не осуществлял служебную деятельность в окружной администрации. Сторона обвинения полагает, что подсудимый, подписав 25 октября 2007 года мировое соглашение с директором ООО «Городской рынок» Дандуповым, решил использовать его как инструмент для вымогательства взятки. Данная позиция основана на том, что по показаниям свидетелей Дандупова при подписании мирового соглашения подсудимый сказал, что это будет не безвозмездно. Кроме того, 12 марта 2008 года, в день подписания документов о переходе 50% доли в уставном капитале ООО «ИК Север», мировое соглашение было направлено на утверждение в арбитражный суд, что свидетельствует о том, что его направил Доржиев, убедившись, что требования выполнены. Показаниями свидетелей Бердниковой, Самсонова, Попова в совокупности с другими доказательствами подтверждает обстоятельства одного из имеющих место фактов оказания давления подсудимого на Захаревича с целью получения взятки. Суд отвергает указанные доводы обвинения, поскольку они не основаны на исследовании судебном заседании доказательств. Мировое соглашение подписано Доржиевым 25 октября 2007 года в рамках имеющихся у него на тот момент полномочий директора ДИУ. На следующий день Доржиев ушел в отпуск и более служебную деятельность в окружной администрации не осуществлял. С 24 декабря 2007 года его полномочия в части управления муниципальным имуществом перешли к новому директору ДИУ Соловьеву. Стороной обвинения не представлено ни одного доказательства, что Доржиев удерживал себя мировое соглашение, не направлял его на утверждение, а 12 марта 2008 года лично направил его в арбитражный суд. Не доказано также, что он с использованием служебного положения иным образом способствовал совершению указанных действий другими должностными лицами. Допрошенные в суде свидетели Берникова, Попов и Самсонов не давали показания в отношении подсудимого и не указывали на его причастность к направлению мирового соглашения в арбитражный суд в суд Соединенных Исков. Доводы обвинения в этой части являются надуманными и опровергаются материалами дела, согласно которым Доржиев в момент направления мирового соглашения в арбитражный суд не обладал соответствующими служебными полномочиями. Выводы обвинения о том, что подсудимый в момент подписания мирового соглашения планировал в дальнейшем использовать как повод для вымогательства взятки, основанным предположением. При повторном допросе в судебном заседании свидетель Дандупов показал, что требование о передаче взятки было впервые озвучено Доржиевым в январе 2007 года. При подписании мирового соглашения 25 октября 2007 года подсудимый сказал, что за это он, Дандупов, должен передать ему, Доржиеву, 50% доли в уставном капитале ООО «ИК Север». Данная версия свидетеля не может быть принята судом во внимание, поскольку эти обстоятельства не отражены в постановлении о привлечении Доржиева в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении. Подсудимый не обвиняется в получении взятки за подписание мирового соглашения. Кроме того, указанный свидетель в ходе предварительного расследования и при первом допросе в судебном заседании утверждал, что вымогательство взятки началось в январе 2008 года. Эти же обстоятельства подтвердили свидетели Дандупов, Буйнтов Батон Махович и потерпевший Захаревич. Обвинение ставится под сомнение достоверность показаний свидетелей Олейникова и Заболева в части неосуществления Доржиевым служебной деятельности в окружной администрации в 2008 году, поскольку между ними и подсудимым имелись давние дружеские отношения. Также сторона обвинения высказала недоверие показаниям подсудимого в указанной части, поскольку в ходе предварительного следствия и при допросе в Верховном суде Республики Саха-Якутия он не говорил, что не работал в окружной администрации. Суд не соглашается с указанными доводами, поскольку показания данных свидетелей подтверждаются исследованием в судебном заседании документами, устанавливающими структуру и штатное расписание окружной администрации, распоряжениями на назначение на должности Соловьева, Андреева, Олейникова, а также показаниями свидетелей Андреева, Заровняева, Горгач, Выхиной, чья заинтересованность в судьбе Доржиева в судебном заседании не установлена. Доржиев в ходе предварительного следствия дал показания только в ходе допроса в суде при рассмотрении апелляционной жалобы по мере пресечения. В своих показаниях он действительно не сообщил о том, что в 2008 году не работал в окружной администрации. Вместе с тем, показания подсудимого при рассмотрении уголовного дела по существу в указанной части подтверждаются доказательствами, приведенными в приговоре,
и стороной обвинения не опровергнут. В связи с изложенным, показания свидетеля Олейникова, Заболева и подсудимого Доржиева о том, что последний не являлся должностным лицом окружной администрации в период инкриминированных деяний, суд признает достоверным. Приведенные стороной обвинения примеры из судебной практики Верховного суда, в частности, кассационное определение 17 июня 2010 года номер 18 о 10-17 по делу Караулова, кассационное определение от 7 июля 2005 года номер 25-005-18 по делу Морозова, кассационное определение от 25 декабря 2012 года номер 4-12-105 СП по делу Козлова и других не подтверждает доводы обвинения о наличии подсудимого признака должностного лица, поскольку данные судебные решения вынесены по конкретным уголовным делам, фактически обстоятельства которых существенно отличаются от уголовного дела по обвинению Доржиева. В судебном заседании доказан факт оформления 50% доли ООО «ИК Север» и перечисления дивидендов от деятельности рынка племяннику подсудимого Иванову, а также распоряжение частью дивидендов дочери подсудимого Доржиева. Указанные обстоятельства установлены следующими доказательствами. Решение единственного участника ООО «ИК Север» 19 марта 2008 года и учредительным договором уступки части доли уставного капитала ООО «ИК Север» 19 марта 2008 года, уставом ООО «УК Городской рынок», выписками со счета Иванова, платежными бухгалтерскими документами ООО «УК Городской рынок», о выплате дивидендов Иванова на банковские карты, платежными документами, выезжающих приобретение товаров и их оплату данными банковскими картами, показания свидетелей Кордунова, Ходжева, экспертов Новикова, Алексеева, заключением экспертов номер 1302-1.1, 1309, 1.1, 1331, 1.1, 919, 17.1, 924, 1.1, 1073, 1.1, 1072, 1.1, 1113, 1.1, 1212, 1.1, 1277, 1.1 судебные почерковедческие экспертизы, исключением эксперта номер 3220 судебной бухгалтерской экспертизы. В то же время оформление 50% доли в уставном капитале ООО «ИК Север» на Иванова и перечисление ему дивидендов не могут расцениваться как результат вымогательства и получения взятки Доржиеву, а также превышение должностных полномочий, так как судом не установлен один из конструктивных признаков состава преступления, в которых обвиняется подсудимый, признак субъекта должностного преступления. Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии состава преступлений, предусмотренных в части 3 пункта В статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации и части 6 статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации и невиновности подсудимого по предъявленному обвинению. С учетом предъявленного подсудимого обвинения, поддержанного в полном объеме государственным обвинителем, суд не вправе давать правовую оценку действиям подсудимого Доржиева как недолжностного лица, поскольку это противоречит требованиям статьи 252 КПК Российской Федерации. В связи с этим представлены стороной обвинения доказательства, касающие указанных в обвинении действий подсудимого и их последствий, его умысла, размера причиненного вреда потерпевшему, не влияют на вывод суда невиновности Доржиева и не имеют юридического значения. Учитывая изложенное, суд отвергает представленные стороной обвинения доказательства, касающие действий Доржиева, направленных на оформление 50% доли в уставном капитале ООО «УК ИК Север» на Иванова, взаимоотношения Дондубова и Доржиева, финансового положения П. Захаревич и ОАО «Городской рынок» в 2006-2007 году, создание работы ООО «ПСК Вита» и ОАО «Стройсервис», приобретение Захаревич акций ОАО «Городской рынок», преобразование данного юридического лица, имущественное положение Иванова и членов его семьи, сведения личности Дондубова и Иванова, продажа здания рынка ИП Алексеева и связанных с этим судебными разбирательствами, а также переговоры между Алексеевым и Доржиевым в ресторане «Дуэт», оформление недвижимого имущества, принадлежащего членам семьи Доржиева на Иванова и вывода Иванова из состава учредителей ООО «УК Городской рынок» и других организаций и переоформление имущества после его смерти, виды и размеры ущерба, причиненного потерпевшим, а именно показания свидетелей потерпевший Захаревич, свидетелей Дондубова, указанной части, показания свидетелей Алексеева, Маркова, Новикова, Крылова, Черова, Юрченко, Кожухова, Попова, Истомина, Волкова, Перфилева, Петерханова, Будко, Иванова, Михайлова, Григорьева, Егорова, Терешко, Плотникова, Пономарева, Машкова, Громова, Солдатова, Меланшвили, Базарова, Кривогорницы, Любовникова, Яснихинской, Блохиной, Банковской, Рабинович, показания свидетелей Иванова, Зандуева, Браун, Иванова, данные на предварительном следствии, показания эксперта Герасимова, заключение эксперта 1.12.14 оценочной экспертизы, заключение эксперта 12.09, 1/1 судебно-почерковедческой экспертизы, заключение эксперта номер 69 автожурналистической экспертизы, протокол осмотра изъятого Алексеева телефона с фонограммой его разговора с Доржиевым, копия решения единственного участника ООО «ПСК Вита» от 15 апреля 2002 года, копия устава ООО «ПСК Вита», документы, касающиеся приобретения П. Захаревич по мупород плодового склада, теплого склада, договор займов ООО «ПСК Вита», ОАО «Стройсервис» П. Захаревич, а также документы о приобретении и оплате поставки ООО «ПСК Вита» оборудования для производства блоков по оплате ООО «Городской рынок» и пищевые за торговое оборудование, водополе Ростов, приобретение Захаревич квартиры по адресу Якутия, корпус 15,
об учебе Дондукова с 5 сентября 2006 года по 12 октября 2006 года о выпуске седых, о задолженности ООО «Городской рынок» за арендную плату за землю. По этим же основаниям суд оставляет без оценки доказательств стороны защиты, касающие отношений Доржиева и Дондукова до и после применения против него деяний, причастности подсудимых к созданию работе ООО «Поисковик», ООО «Азиастройсервис», а также приобретения акций ООО «Городской рынок», предпринимательской деятельности и финансового положения членов семьи подсудимого, а именно показания подсудимого Доржиева в указанной части, показания свидетелей Молдугуева, Ильенко, Семенова, Айдаева, Доржиева, Перепечатова, Стрельцова, Данилина, Шепелева, Марковой, Пахлаева, Петрова, Монтоева, Николы, Рубан, Мамедова, Владимира Шабаева, Будажова, Седых, специалистов Бекишева, документов, касающих предпринимательской деятельности дохода Бахлаева, Доржиева, документов о движении средств по счетам ООО «Север Трейд», ООО «Поисковик», ООО «Азиастройсервис», ИП «Захаревич», документы о работе Дондукова, документы о привлечении Дондуковым ООО «Якутский молочный завод автомобиля», копии решения электронных судов по искам Иванова. Принимая во внимание установленные судом обстоятельства, подсудимый Доржиев подлежит оправданию по пункту 3 части 2 статьи 302 ПК Российской Федерации в связи с отсутствием деяния состава преступления, предусмотренных частью 6 статьи 290, пунктом В части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Учитывая оправдание подсудимого по основанию предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК, гражданский иск представители ООО «УК Городской рынок» Лукина о взыскании с Доржиева в качестве возмещения материального ущерба 12 миллионов 577 тысяч рублей подлежит оставлению без рассмотрения. Пункт 20 постановления Верховного суда РФ номер 1 от 29 апреля 1999 года о судебном приговоре. Процессуальные издержки отсутствуют. Наложенное весное имущество в виде половины доли в праве собственности на жилой дом площадью 286,3 квадратных метра, расположен по адресу Республики Михаила 14, корпус 2, Б и гаражный бокс общей площадью 25,6 расположен по адресу Республики 14, корпус 1, Б, ГСК «Молочник» подлежит отмене. На основании изложенных руководством статьями 302, 305, 306, 309 УПК суд приговорил Доржиева Валерия Тургуевича по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктом В части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, признать невиновным и оправдать на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК Российской Федерации в связи с отсутствием деяния состава преступления. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Доржиева отменить. Признать за Доржиевым право на реабилитацию. Перенести Доржиеву право на реабилитацию в соответствии с положением главы 18 УПК Российской Федерации. Гражданский иск представителя ООО «УК Городской рынок» Лукина о взыскании с Доржиева материального ущерба в размере 12 миллионов 577 тысяч рублей оставить без рассмотрения. Процессуальные издержки отсутствуют. Арестное имущество в виде половины доли в праве собственности на жилой дом площадью 286,50 квадратных метров, расположен по адресу Республики Якутия, город Якутск, улица Калец, 14, корпус 2, Б, на гаражный бокс общей площадью 25,6 квадратных метров, расположен по адресу Республики Якутия, город Якутск, улица Калец, 14, корпус 1, Б, ГСК «Молочник», отменить по вступлению приговора в законную силу. Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, а именно документы Захаревич, подтверждающие приобретение акций ООО «Городской рынок» по договору 49-448 ДК от 24.06 года через ЗАО «Икриконтраст», отчет о выполнении поручения по договору от 7 марта 2008 года на безвозмездную передачу доли ООО «ИК Север», подшивка с договора банковского счета между ООО «Байкал» и Бахлаевой, Батасян, Доржиева, бросаем подписи Доржиева, копии паспортов данных лиц, налоговой декларации по Захаревич, доверенность от имени Захаревич в адрес Машвили от 5 октября 2014 года в связи с государственной регистрацией права от 23 мая 2008 года, договор при продаже жилых помещений, отчеты о прибыли и убытках ООО «Городской рынок» с 1 января 2008 года по 31 января 2012 года, две копии мирового соглашения 25 декабря 2007 года, справки 2 МФЛ Дондукова за период с 11 по 14 года, копии протокола судебного заседания суда апелляционной инстанции Верховного суда 1 августа 2014 года, срок трудового договора номер 19 7 ноября 2007 года, копии распоряжения главы городского округа города Якутск номер 390-Р от 2 мая 6 года, номер 081-Р от 10 июня 2007 года, копии протокола Черноморского общего собрания участка общества личной ответственности инвестор от 11 июня 2007 года, копии распоряжения заместителя мэра города Якутска номер 424 от 6 марта 2006 года, копия распоряжения 1158-Р от 4 сентября 2007 года об отмене доверенности, копия обращения на имя главы городского округа города Якутск от 30 августа 2007 года, копия распоряжения номер 1183-Р от 7 сентября 2007 года, копия распоряжения номер 1143-Р от 3 сентября 2007 года, доверенность от 11 января 2008 года 8 на имя Ефимовой, копия распоряжения
главы городского управления Якутска номер 203 3 сентября 2007 года. Копия решения арбитражного суда 29 августа 2007 года по делу А58-528-07. Исполнительный лист номер 08-81-54 о взыскании доход федерального бюджета госпошлины. Определение арбитражного суда 10 апреля 2008 года. Утверждение мирового соглашения. Определение арбитражного суда 14 июня 2006 года взыскание 925 500 рублей. Документ о уплате обращения в просьбе Диву Марии в городе Якутска 920 500 рублей на 24 листах. Копия договора о переводе долга от 20 сентября 2013 года. Два договора займа между Доржиевой и Бахлаевой, Доржиевой и Доржиевой. Копия одного листа договора купли-продажи 23 августа 2003 года между ИП и Доржиевой. Объекты недвижимости можно по адресу города Якутск по полной 17 листах. Копия свидетельство о государственной регистрации права 27 сентября 2013 года, доверенность 14А03-96-31-16 21 мая 2012 года Ивановой Доржиевой, соглашение об обслуживании банковских счетов от 25 мая 2012 года, заявление об открытии счета 25 января 2013 года в АК Байкал банк имени Ивановой, доверенность 14АА088980, копия бланка объяснения начальника МВД России Якутска с приложением перечня вопросов и ответов, копия свидетельства государственной регистрации права 03А091688 на Иванова, копия свидетельства государственной регистрации права 03А27855 на Иванова, договор купли-продажи товаров по образцам 31 мая 2013 года между ИП Романко и Доржиевой, два разрешения на право винно-сырочного рынка номер 01 от 27 июля 2007 года, номер 7 от 27 августа 2008 года, копия договора аренды от 26 ноября 2002 года, акт об отводе границ земельного участка на местности от 26 ноября 2002 года, договор аренды земельного участка номер 091-2011-11-18 с приложением, договор аренды земельного участка от 6 мая 2011 года с приложениями, договор купли-продажи транспортного средства от 20 августа 2013 года, доверенность от 19 апреля 2011 года, копии свидетельства государственной регистрации 14А-7393-725-94-49, копии протокола собрания ООО «Севертрейд» на 3 листах, письмо ИП Бахлаевой, 2 копии справок банка Тата на Доржиеву Бахлаева, наличие 2 счетов, копии учетных документов Ивановый город, копии согласия Ивановой от 26 ноября 2012 года, 2 проекта договора купли-продажи некоторых помещений без даты, без подписи, согласие от 22 ноября 2012 года Иванову к Иванову, копия свидетельства о праве наследства по закону 29 марта 2007 года, 2 распоряжения первого заместителя главы городского культуры с разрешением ИП Бахлаева на реконструкцию здания по адресу Якутска, улица 14, корпус 1, без указания даты регистрационного номера. Технические условия номер 6.9 для электроснабжения здания по адресу Якутска, улица 14, корпус 1. Технические условия без указания даты и номера на горячее холодное водоснабжение и канализацию. Медицинское свидетельство о смерти Иванова, санитарный паспорт о смерти Иванова, 2 договора долевого участия 17 июня 2008 года, акт приема передачи жилого помещения от 1 января 2010 года, акт приема передачи жилого помещения 1 января 2010 года, копия договора займа объединенного между Олейниковым и РК «Строй», копия договора сырьевого займа между ИП Бахлаевым и ООО «Севертрейд», исковое заявление о признании минимых договоров недействительными уничтоженными Ивановым в арбитражный суд, 3 доверенности на Иванова адрес ПАК, Иванова адрес ПАК на получение ВОО Сбербанк пластиковой банковской карты, доверенность Иванова адрес ПАК на получение инвестиционных подписей, совершенных свидетельств ВОО Сбербанк связанных с получением пластиковой карты и не вскрытого конверта банковской карты, документ на закрытие счета Иванова по банковской карте Сбербанк России, снятие с них денежных средств, открытие счета Иванова в ЗАО Райффайзенбанк, копии паспортов ПАК Иванова на 10 листах, приказ распоряжение приема на работу Доржиевой на должность директора по общему Доржиева, директора по общим вопросам номер 136К, приказ о приеме на работу номер 13К от 19 августа февраля 2009 года Доржиева на должность директора по общим вопросам, приказ о прекращении расторжения трудового договора номер 12К 18 февраля 2009 года с Доржиевым, заявление Доржиева принять на работу, должностная инструкция директора по вопросам, сшивка документов конституционного дела 01.07.2013-129 на объект недвижимого имущества по адресу Федоркова 17, сшивка документов конституционного дела на объект недвижимого имущества по адресу Пушкина 22/1, договор с участием Иванова, выписка из операции по счету 408, последняя цифра 781 в период с 19 марта 2008 года по 22 июля 2014 года, выписка по операции балансовым картам ЗАО Райффайзенбанк Иванова, анкета клиента Иванова на открытие лицевого счета в Райффайзенбанке, заявление Иванова 25 февраля 2012 года на открытие текущего счета в Райффайзенбанке, выпуск банковской карты, карточка с образцами подписи Иванова, оттиски печати, копия паспорта Иванова,
доверенность Иванова ФАК на распоряжение счетом ВО Райффайзенбанк. Отчет о всех операциях по линии счету ВО Сбербанк России Иванова за период с 28 октября по 19 августа 2014 года. Выписка по лицевому счету ВО Сбербанк Иванова. Справка о пополнении счетов мобильных телефонов при электронной банковской карты Иванова. Выписка по картам счету, приведенной на лицевом счету Иванова от ВО Райффайзенбанк. Заявление Иванова о открытии и закрытии счета ВО Сбербанк. Условия использования карты. Копия паспорта, заявление от Иванова, представление очередного отпуска, копия доверенности, а также документы с торгового центра «Архион», город УМД, ближайшее приобретение товарных ценностей в данном центре Дожиева, документы о ТДВ Групп МНД, 25 сентября 2014 года сведения дисконтной карты Дожиева, документы с магазина гипермаркет Смит, документы с магазина Амида о приобретении кухонного гарнитура Дожиева, документы с торгового-центра ОК «Лаит» о приобретении ковров Дожиева, квитанция о доставке товаров Дожиева, документы интерьер центра ОК «Лаит» о приобретении ковров на 8 листах, подшивка с документами, содержащих сведения об использовании Дожиева при приобретении товаров в магазинах торговой сети дополнительной карты Лидорада, хранить при уголовном деле. Вещественные доказательства, хранящие в камере хранения вещественных доказательств Следственного управления Следственного комитета, цифровой фотоаппарат Canon, 4 ковра, Зенитин 60802 на Дирс Шах, без наименования модель 66201, изъято в ходе обысков 1 октября 2014 года, женское изделие из меха черного цвета, марки Asus, жарис экспериментальный, 3 ноутбука фирмы Acer, Asus, планшетный компьютер Apple, iPad, жесткий диск платы, монобол фирмы Lenovo, возвратить владельцам. Вещественные доказательства, требованные Следственным управлением Следственного комитета по Республике Якутия по запросу суда от 29 февраля 2016 года. Записала книжка, изъятая в ходе выявки в магазине «Севилия». 2 паспорта безопасности, универсальные документы, документы о выдаче разрешения в городской рынок на право организации рынка, документы о выдаче разрешения в городской рынок на право организации рынка от 27 февраля 7 августа 2008 года, документы о выдаче разрешения в городской рынок на право организации рынка 24 июля 2012 года, регистрационные дела на объект недвижимого имущества, расположенный по адресу Федора Пола, 15. Документ на транспортное средство марки Toyota Land Cruiser 100 с государственным сигнальным знаком М123 ЕМ, карточка анализ счета 51 городской рынок за 8-13 год, оптические диски DVD Фербатиум с видеофайлом с участием Дожиева, 7 пластиковых карт на скидки в магазинах, набор видов пластиковых карт на скидки в магазинах, заказы Дожиева в компании Хауган, бумажный конверт Почты России, рукопись надписи Дожиева с пластиковой картой Дожиева Газпромбанк, с кредитным лицевого счета клиента с конвертом с личным секретным кодом, личные карточки работы КО Якутский городской молзавод Дожиева, копия книжки Дожиевой, копии приказа о временной работе Дожиевой, приказ о распоряжении о временной работе номер 123К, премии Дожиевой, выписки из приказов Дожиева, нового Дожиева, переписка с наименованием административное дело за независимость арендатор ГУП городской рынок, ответ на письмо Иванова ВО Якутский городской молочный завод о предоставлении копии отчета об оценке его эксперт, подшивка с наименованием отчет номер 78-114 об оценке рыночной стоимости части здания по улице Якут Федор Пол, 13, корпус 2, подшивка с наименованием чистые бланки, распоряжение городской администрации, комитет по управлению госимуществом администрации, копии МИО, распоряжение МИО РСЯ, прошивка с наименованием копии кадастрового паспорта на городской рынок, прошивка с наименованием документы ООО городской рынок, прошивка с наименованием документы ООО городской рынок, документы ООО городской рынок, инвестиционные документы комиссии администрации города Якутска на о доверенности Иванова, Дожиева, ООО Севертрейд, Бахлаева, Инвесторг на 12 часах, удостоверение депутата Якутской городской думы, визитная карточка директора компании Намто Дожиева по адресу УМД Барсуева, 13. Трудовые книжки Дожиева, Нового Дожиева, складочные. 2 ежедневника желтого цвета и темно-коричневого цвета на 180 листах, тетрадь клетчатая на 74 листах. 2 ежедневника коричневого цвета Дожиева с фирменным эмблемом Якутский гормозавод, бухгалтерский баланс на 31 марта 2008 года, отчет о прибылях и убытках с периода с 1 января 2008 года по 31 марта 2008 года ОК городской рынок, бухгалтерский баланс ОК городской рынок на 31 декабря 2017 года, 7 года, отчет о прибылях и убытках с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года, приложение к бухгалтерскому балансу от 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года, отчет об изменениях капитала с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года, отчет о движении денежных средств с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года, расчет оценки стоимости чистых активов за 2007 год на одном листе, расшифровка в форме 2 бухгалтерского учета за 2007 год МУП городской рынок,
пояснительная выписка бухгалтерской отчетности о городской рынок 2007 год, отчет о прибыли и убытках от 30 июня 6 года на двух листах, бухгалтерский баланс от 30 сентября 7 года на двух листах, отчет о прибылях и убытках с 1 января 7 года по 30 сентября 7 года на двух листах, две сшивки документов оплаты солидарности карточки по счетам 2007-2008 год, технический паспорт на здание крытого рынка, копия кадастрового плана земельного участка, тоже по адресу Якутска, 2, договор о выпуске и обслуживании международной банковской карты, правила пользования международной карты Доржиева, ВП, копия пенсионного удостоверения, подшивки с выписками по счетам Бахлая, Доржиева, Погосянову, АК Байкал банк, выписка с лицевого счета Дакомбанк, выписка с лицевого счета городской рынок от 14 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года, выписка с лицевого счета городской рынок с 1 января 2008 года по 14 сентября 2009 года, то есть платежное поручение 336, для платежное поручение 39, 94 от 8 декабря 2012 года, платежное поручение номер 1, 48, 45, 561, 3166, 68, 3166, 58, 304, 562, 16, 23, 32, 35, 8, 15, 4, 17, 49, 408, 393, 392, 29, 62 от 14 декабря 2010 года, номер 69 от 12 сентября 2011 года, инвестиционные дела ООО «Городской рынок», ООО «Городской рынок», ООО «Городской рынок», ИП Иванов, учетные дела ООО «Городской рынок», ООО «Союз», ИП Иванов, ООО «Строительная компания», наследственное дело номер 26904, Иванова, журнал регистрации накладных синего цвета, магазина Евростиль, УКО эксплуатации вытяжки марки, ТУАЭ, при уходе установки духового шкафа, инструкции по применению технических наклейка с серийным номером, холодильник марки Liberty, вопрос по монтажу эксплуатации холодильника, 4 железнодорожных билета, личное дело Доржиева, Иванова Бахлая, 2 записные книжки, надписями, бумажный почтовый конверт с надписью Доржиева, Оксана Валерьевна, внутри Иванова, конверт с личным секретным кодом клиента Иванова для банковской карты, реквизиты для пополнения счета по лицевому счету Иванова, 7 банковские карты ООО Байкал-банк, Золотая корона, банковская карта Бинбанка, чеки магазинов Эко обувь, Мариотти, Коллинз, Гулливер, Чистер, Остин, Джоди Джой, Пинетон, Анна Саруза, Гипермаркет Смит, 5 чеков от ТТВ Групп, Эльдорадо, визитная карта Центра периферийного обслуживания магазина Эльдорадо, бланк для доставки на имя Доржиева, холодильник марки LG, 3 чека ООО Алькор Экспорт, 2 чека магазина ИП Белых, товарный чек магазина ИП Белых, правила носки мехового изделия, 3 хода за ним магазина ИП Белых, 2 товарных чека от 7 марта 2013 года, 2 фискальных чека от 7 марта 2013 года, фискальный чек магазина «Золотое время», 2 кассеты марки Fuji, Sony, сотовый телефон марки Samsung, пластиковая карта Priority Pass на имя Бахлаева, 3 служебных удостоверения Доржиева, рукописные записи Доржиева на 2 листах, фотографии владельца. Вещественные доказательства, требованные в следственном управлении следственного комитета Путинской Якутии по запросу суда 29 февраля 2016 года, оптический диск CD РТДК, содержащий файл «Голос», 4 диска DVD со сводными голосами голосов Доржиева Алексея Ефимова, диск CD ТДК, содержащий детализацию телефонных переговоров абонентов мегафон 924 589 9969, 924 757 990, 924 77 0337, 924 631 4681, флеш-накопитель цвета фирмы Smart Pay, где 30 соединений по номеру 7 926 179 6904, сведения о соединениях абонента Ростелеком, номер 2178 29 плюс 2 сентября по 26 сентября 2013 года, выписка к счету за Кайзенбанк, 25 декабря 2012 года по 19 августа 2014 года 3 выписки с часов ТАТА на 84 представ банковские агра и платежные поручения, ошибка платежных поручений по своему счету ООО Сбербанк Иванова, подшивка регистра бухгалтерского учета ООО Городской рынок, выписки движения дивидендов со счета ООО Городской рынок, а также соответствующие оригиналы платежных поручений на 67 листах CD-диск, содержащий выписку по лицевому счету ООО Сбербанк России, ООО ЕГМЗ, период с 1 августа 2011 года по 3 декабря 2011 года, 6 дисков CDR с почтовым сообщением с электронных адресов, детализации соединения абонента сотовой связи Солдатова хранить при уголовном деле. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке. Верховный суд Республики Якутия в течение 10 суток с момента оглашения разъяснить Доржиеву, что в случае обжалования приговора он вправе податься в суд чести при рассмотрении дела судебной апелляционной инстанции не имеет права поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику,
либо ходатайство апелляционного защищения защитника, право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайство на защищение защитника другого. Разъяснить, что в случае непредложенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. При получении копии апелляционных жалоб или представления затрагивающих интересы Адаржиева, последний в течение 10 суток вправе заявить ходатайство в своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Так, приговор суда всем понятен? Да. Сроки, порядок обжалования приговора всем понятен? Все ясно. Подсудимый, вам понятно, что за вами признано право на реабилитацию и что такое право на реабилитацию? Да. Судебное заседание является закрытым. Сторона защиты не уходим, поднимаемся. За приговором? Нет, нужно там документы, подписки, расписки. Да, конечно. Сразу поднимемся, а потом покурите. Оправданно. Потом покурите.